Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем с вами в парке на такую замечательную тему «Кто вы для загаданного человека?». Тема, конечно же, любовная. Ничего с собой другого не взяла, вот какие у меня были с собой колоды, сегодня использую, как обычно. И у нас с вами будет 3 позиции, вы можете загадывать даже разных людей, ничего страшного. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. 3 разных человека можно загадать на 3 позиции, кто вы для этого человека. Но тема любовная. Может, у вас есть 3 человека там из бывших, из прошлых, там, или еще из каких-то потенциальных, настоящих и так далее. То есть вы можете использовать абсолютно любой вариант. Можете одну позицию загадать, можете 2 человека, можете 1 человек, можете 3 человека, как вы хотите. Первая карта покажет, значит, ваше текущее состояние взаимоотношений, как видят ваши взаимоотношения высшие силы, да? А дальше будем смотреть, кто вы для этого человека, как он вас видит, его чувства к вам, что ему у вас нравится, что не нравится, планы на вас. Давайте смотреть. Значит, первая карта. Ваше текущее состояние ваших отношений. По ней вы ориентируетесь. А правильно ли вы вообще распределили позиции? А правильно ли вы распределили эти позиции? Итак, значит, опять, как ни положу, все равно криво, да? Как ни пытаюсь, все криво получается. Так, как вот так, наверное, да, лучше. 1, 2 и 3. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Кто вы для этого человека? Кто вы для него? Первое сердечко. И первая карта — текущее состояние ваших отношений. 9 кубков. 9 кубков показывает иногда в отношениях такой небольшой застой, но при этом удовольствие, как бы все довольны. Все могут быть довольны этими отношениями или текущим состоянием в том формате, в котором оно есть. Вот так могу сказать. Всех все устраивает, но вот персонаж на этой карте скрещивает руки на груди. Почему? Иногда закрывает свое сердце. То есть вообще 9 — это карта одиночек, если честно. И иногда карта показывает, что человек закрывает свое сердце и хочет быть одиночкой или не очень-то активен в отношениях. Но при этом вот такое чувство всегда от этой карты. Исполнение желаний, удовольствие, счастье, гармония. Всех все устраивает, все хорошо. Может, то текущее положение просто какое есть, в принципе, всех устраивает, да? Все это, как считается, нормальным для вас и для этого человека. Вот и все. Но и большой активности я бы не назвала в этой карте, ее нет. С другой стороны, люди могут быть очень сильно совместимы телесно по этой карте. Но вот общие интересы у них, наверное, не сильно совпадают. Ну, нет у них общих интересов, а больше они телесно совместимы, имеют влечение друг к другу. Вообще, по этой карте, по сути, так-то люди наслаждаются друг другом, имеют удовольствие от того, когда они рядом друг с другом. И вообще человеку можете вы, допустим, очень сильно нравится, а он вам, любоваться даже. Но при этом вот я не вижу такого прям открытого чего-то. Вот. Все равно в этой карте есть закрытость. Хорошо, как этот человек вас видит? Кто вы для него? Как он вас видит? 3 пентаклей. А, кстати, вот очень серьезно даже. Человек считает, что вы команда, что вы можете друг друга поддерживать, что вы дополняете как бы друг друга-то, и что вы подходите друг к другу, особенно почему-то для серьезных отношений. Человеку с вами спокойно, хорошо, нормально, абсолютно гармонично. Такое чувство, что вот можете быть рядом и молчать, там, и это не напрягает никого.
как бы считается, что все равно все нормально. Вот. То есть с человеком такая совместимость, он считает. У вас совместимость. То есть вы для этого человека кто-то, не знаю, близкий, родной, что ли. Так получается. Близкий и родной, да. Хорошо. Значит, этот человек вас видит для брака, я считаю. Чувство к вам этого человека. Десятка мечей. А вот здесь проблема, мои дорогие. В чувствах явный кризис. Вот я говорю, закрывать сердце. Вот не зря ведь. Не зря я так сказала. То есть, с одной стороны, человека к вам влечет, человек считает, что у вас вообще прекрасные могут быть отношения, брак, там, серьезные отношения. Вы для этого человека очень хороший другой человек, который там с ним команда и все. Но в чувствах-то кризис, отчаяние, переживания, большие проблемы внутри. Понимаете? Горе какое-то, горе утраты, может быть. Может, человек по вам очень скучает, если вдруг не вместе. А девятка кубков вот и может показывать, да, что вроде как тишина какая-то, да, и каждый поодиночке, но может даже и каждый в своей зоне комфорта, но при этом человек испытывает внутренний кризис. И такое может быть. Но если вы вместе, то вам нужно прямо держать руку на пульсе, потому что если у человека в чувствах десятка мечей, он отчаялся по какому-то вопросу в этих отношениях, и это уже надо что-то делать. Что этому человеку в вас нравится? Императрица. Императрица, говорит, нравится благополучие, изобильная энергия, красота, плодородие, достаток, роскошные, может быть, какие-то наряды, если вы женщина, внешность. Если вы мужчина, доброта, отзывчивость, умение позаботиться о другом человеке, умение сделать добро другому. Или, как, знаете, забота как жены, матери, вот такое. Даже если мужчина, он может заботиться практически как мать, да. Если женщина, она как хорошая жена может заботиться там как мать о своем мужчине и так далее. Там мать хорошая для детей, например. То есть действительно человек о вас, ну, невероятное мнение какое-то замечательное. Что не нравится в вас? Паж жезлов. Паж жезлов показывает импульсивность, любознательность. Почему-то не нравится вас человеку любознательность, общительность, импульсивность, внезапность, резкость какая-то, как будто раз, и ты вообще не думал, что это произойдет, а человек это выдает, да? Вы имеете иногда при всей своей внешней стабильности эффект неожиданности, и это человеку совершенно вас не нравится. Причем, может, вы выглядите даже моложе своего возраста, но человека почему-то это не совсем устраивает, мои дорогие. И иногда ведете себя как маленький, как подросток, тоже может не устраивать. Хорошо, планы на вас у этого человека. Паж кубков. Любезно общаться, вообще продолжить общение, разговаривать, сделать сюрприз, подарок, пригласить на свидание, сделать для вас что-то хорошее, светлое, значит, быть рядом, быть вместе, никогда не терять общение, поддерживать связь, наладить отношения, чтобы они стали волшебными, прямо-таки, наладить до такой степени, что была любовная эйфория. Может быть, даже человек планирует с вами общих детей, например. Хорошо, давайте посмотрим продолжение ваших отношений. Колесо фортуны. Что-то будет меняться между вами, что-то неожиданное может быть. Опять же, человек, если вы на расстоянии, может приехать, например, да, в гости, если может или вас позвать в гости. Если вы рядом находитесь, человек может предложить что-то поменять. Ну, допустим, вы не вместе живете, сказать, давай жить вместе, там, да. Ну, что-то кардинально поменять, но в лучшую сторону, мои дорогие. Так что ждут отношения, перемены положительные. Вот такой ответ у нас по первой, значит, позиции. Тут довольно интересно, мои дорогие. Переходим к позиции номер 2. Кто вы для этого человека? Кто вы для него? И, значит, первая карта — текущее состояние отношений. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей — это стабильные, спокойные отношения, но где как-то больше главная женщина, что ли, зависит от женщины. Женщина больше рулит. Но опять же, с другой стороны, королева Пентаклей просто может показывать семейные отношения, брачные отношения, спокойные отношения, добрые, дружеские,
ну, когда люди любят друг друга, но они друзья, да, когда они поддерживают друг друга, когда они помогают друг другу, светлые отношения. С другой стороны, если вдруг вы загадали отношения, в которые вмешивается женщина, то она пытается занять более главную позицию, и вам нужно поберечься, мои дорогие. Потому что тут заявочка такая со стороны этой женщины, тогда заявочка на серьезные отношения. Да? Если вдруг вы женщина, загадываете мужчину, а мужчина уже, вы знаете, что связался с какой-то женщиной, тут я вам скажу, такое серьезная от нее такая подача, и вам надо быть внимательней, потому что она для вас конкурент, она для вас конкретный враг. Хорошо, давайте посмотрим, кто вы для этого человека, как он вас видит. Солнце, ну, опять же, да, хорошая карта. Я бы сказала, да, и по королеве Пентакли отношения должны быть серьезные и хорошие. И вы для человека целый мир, счастье, радость, любовь. И все самое светлое связано с вами. На самом-то деле, видите, этот человек, скорее всего, вас любит. Но чувства сейчас еще проверим. Но кто вы для этого человека? Вы центр Вселенной, как Солнце обогревает Землю, и мы без Солнца никуда, мы бы без него не выжили, вся планета бы не выжила. Также этот человек как будто бы считает, что он греется в ваших лучах, да, и он бы без вас никуда. Он бы без вас никуда. С другой стороны, Солнце подчеркивает эгоизм этого человека, и он считает, вы для него. Вот понимаете, это как-то так. Как мы все эгоистично воспринимаем Солнце, думая, что он встретит только для нас. Хотя это вообще тоже не так. Солнце вообще на нас как бы это, да, фиолетово. Но мы-то все думаем, что это вот мы центр Вселенной, оно для нас светит. Вот. И вот также у человека, возможно, есть такое же восприятие вас. Ты для меня тут, да? Вот ты для меня. Это я, а ты тут вот делаешь меня счастливым человеком. Хорошо, чувства к вам у этого человека какие? О, туз пентаклей, любовь, желание наладить отношения, даже испытать второй шанс, желание серьезных отношений, если вы еще не женаты, вдруг до брака, быть рядом, быть вместе, подарить подарок, сделать что-то волшебное, хорошее, светлое для вас, позаботиться даже о вас, да, как-то, или сделать для вас сюрприз, может быть, или одарить вас, да, каким-то вниманием, теплом, в общем, такие прям добрые пожелания. Но по тузу пентаклей иногда, если все-таки мы берем эгоиста, может быть материальный интерес. Но человек может пользоваться вашим материальным интересом, зная, что он у вас, допустим, есть, и вот где вы на крючок, да, подцеплены, либо иметь от вас корыстный интерес. По этой карте очень редко, но такое бывает. Но я тут все-таки чувствую по королеве пентаклей, по солнцу, что это, наверное, все-таки не так, мне кажется. Что этому человеку в вас нравится? Здесь у нас жрица. Жрица показывает, что человеку нравится ваша интуиция, ваши прекрасные какие-то способности, может, даже эзотерические или психологические способности, что вы как психолог можете с человеком пообщаться, поговорить, успокоить, да, войти в ситуацию. Также ваша загадочность, может быть, человек-загадка, да, иногда у вас есть какая-то тайна, которую вы прячете, и очень хочется разгадать. Эффект загадочности, эффект таинственности, как у любой жрицы. Это все очень нравится. Иногда вы можете быть молчаливым человеком, может быть, это тоже человека привлекает, или ваша какая-то интровертивность, закрытость от других людей, то есть, что вы достаетесь, опять же, только этому человеку. Хорошо. А что в вас этому человеку не нравится? Сила. То, что вы лидер. Сильный человек, у которого действительно много чего получается. Можете придавливать лапкой. Можете иногда выходить из себя. У вас буйный характер иногда бывает, когда вы что-то требуете или ревнуете, или вас что-то взбесило. Вы становитесь кардинально другим человеком. Это человеку не нравится, этот человек не понимает этого, как можно быть, допустим, тихим, спокойным человеком, тут же на следующий день взбеситься и стать вообще там фурией. То есть человека это не устраивает. Взрывы эмоций или придавливание своим тяжелым характером, который вы иногда выказываете явно. Хорошо. Планы на вас у этого человека какие? Король мечей. Скорее вас, наверное, в чем-то поставить на место, одолеть, приказать, взять шефство, проявить свои лидерские качества в вашу сторону, вас дисциплинировать, взять под контроль. А с другой стороны, проявить к вам даже суровость, может быть, холодность
или принцип, пойти на принцип в вашу сторону, но при этом человек явно заинтересован быть в серьезных отношениях с вами. И как продолжатся отношения, давайте посмотрим. 9 жезлов. Ну, так скажем, постепенно придется преодолевать трудности, выстоять против врагов. У этих отношений явно все равно есть какие-то проблемы. Может быть, враги, но явно ждет победа. Но сквозь действительно проблемы вот эти надо пройти, преодолеть. Я бы сказала, могут быть очень напряженные отношения, трудные отношения, но при этом пока они остаются. То есть сказать, что они разорвутся, я не могу по этой карте. То есть эти отношения пока выдерживают. Вот так могу сказать. Пока выдерживают. Но и назвать их сильно теплыми в ближайшем будущем я не смогу, потому что характер у вас, скорее всего, правда ого-го. А человек собирается пойти на принцип в вашу сторону, поэтому, скорее всего, вы столкнетесь в этом плане. И предстоит действительно череда в этом, ну, в смысле проблем, да. Но, опять же, да, вы не расстанетесь. Такой ответ у нас по второй позиции. Вот такой же ответ интересный, да, получился. Идем дальше. 3 позиция. Кто вы для этого человека? Красное сердечко. И 1 карта – текущее состояние ваших отношений. Король Пентаклей. А вот это интересно, мои дорогие. Карта тоже показывает довольно-таки, может быть, серьезные отношения, но при этом правит в отношениях явно мужчина. Неважно, кто из вас гадает, важно, кто из вас правит. Да? Мужчина здесь проявляет более лидерские качества. От этого мужчины зависит все. Что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, это только за ним последнее слово в этих отношениях. Это только он управляет ситуацией. Вы, если вы женщина, вообще тут не имеете, конечно, такого сильного веса и слова, как у мужчины. Мужчина только знает, что ему надо, как он будет действовать, что он будет делать. Женщина может только подчиниться этой ситуации, мои дорогие. Только подчиниться, иначе никак. И что еще могу сказать? То, что если вдруг здесь может быть соперник, мужчина, у мужчины, то это очень серьезный соперник. Очень серьезный. С такой заявочкой на серьезные отношения и на то, что я тебя не отпущу. Поэтому, если вы мужчина, гадайте на женщину, и у нее есть еще один мужчина, вам придется с ним бороться не на жизнь, а на смерть, как говорят, чтобы победить, потому что он отступать здесь точно не собирается и будет использовать все методы, чтобы остаться. Хорошо. Как он вас видит, этот человек? Кто вы для него? Королева жезлов. Если вы женщина, яркая, интересная, красивая, сексуально приятная, неожиданная, с бурным характером, лидер, но при этом очень красивая, приятная, интересная, классная, общительная, все. Вот. Если вы мужчина, женщина вас видит как кого-то с женскими качествами характера, что, с одной стороны, ее привлекает, она с вами хорошие там, да, партнеры и друзья. С другой стороны, настораживает. Мужчина все же должен проявлять мужские качества, как ей кажется. Королева жезлов показывает привлекательность и изобильность. Даже, может быть, мистические способности. Но все-таки для мужчины, как характеристика, говорит о женских качествах характера, которые не всегда радуют женщин, конечно. С другой стороны, да, карта очень интересная. Красивого, интересного человека. Но вот смотрите, кто вы для этого человека, да? Королева жезлов. Но это не то, что ведь жена, например, или муж, а скорее кто-то, кто заводит, да, кто-то, кто вызывает эмоции и различные разные спектры чувств, да. Вот это более на первом месте, чем, допустим, статус мужа, там, жены и так далее. Скорее кто-то страстный, кто-то яркий. Хорошо. Какие чувства к вам у этого человека? 2 пентаклей. Вот видите, как идет нестабильность в чувствах-то, игра какая-то. Туда-сюда, сомнения. Вот я говорю, вот что-то тут немножко не так, потому что человек как будто бы считает, вы
ну, находитесь друг с другом в какой-то странной связи, да, где постоянные качели, где постоянные перебои. И я не знаю, что мне чувствовать. Ты мне как бы нравишься, ты мне интересный человек, и, может быть, я даже тебя люблю, но у нас нестабильно, у нас непонятно. Я не знаю, что мне делать, да. Я чувствую себя, как сказать, во вздернутом, постоянно таком поддернутом состоянии, когда сегодня так, завтра сяк, вот, я не знаю даже. Мне точно не скучно, но и я не могу это назвать, что я прям все вот, люблю и все, и вот трамвай куплю. Нет, я чувствую, что здесь что-то иногда недоверие вскакивает, и все, это тоже не то. Хорошо, что нравится вас этому человеку? Туз кубков, эмоции, да, вот я говорю, вы как-то для этого человека вот источник эмоций, страсти, там, да, вдохновения, что угодно, муза. Вот, поэтому туз кубков, чувства, эмоции, изобилие этих эмоций, изобильность сама по себе, фонтан вот таких, да, неожиданностей каких-то. Опять же, видно, что для этого человека вы кто-то привлекательный, интересный, и это и нравится человеку, да, что, может, внешность ваша, но в то же время вот именно вот эта вот какая-то жизненная эмоциональность и страстность, любвеобильность какая-то вот такая. Что у вас не нравится? 5 пентаклей. Если у вас есть несамостоятельность, то это не нравится человеку. Пассивность, несамостоятельность или бедность, действительно, вдруг у вас плохое материальное положение, человек, типа, ну, как так, да? Мало человек зарабатывает, как-то мне это не нравится. Потом что еще? Когда человек подбирает с улицы, там, собак, кошек, птичек, рыбок, там, я не знаю, кого угодно, человека может это вот как-то внутри отталкивать, да? Что ты все с пола подбираешь, что ты все подбираешь, или помогаете бедным, там с кем-то возитесь, может раздражать почему-то. Брезгливость у человека есть, скорее всего, и это вас раздражает. Вообще умение прибедняться, просить, молить о помощи или что такое. Если вы что-то такое делаете, человек это, ну, отталкивает. Вот. Ну и если вы там, допустим, ну не знаю, больны, например, или общаетесь с людьми ниже по статусу, привлекаете к себе людей низкого статуса, бедных людей, там, или в церковь ходите. Знаете, есть люди, которые такие привлечены к церкви, тоже вот по этой карте может быть, что слишком привержен к церкви и ходит что-то в церковь, в хоре поет там. Может человек это, типа, как так, да? Ну, отталкивать. Даже такое может отталкивать. Что вот какая-то религиозность, вот это, там, пойду для церкви пирогов испеку. Знаешь, здесь такие люди. Или там пойду в церкви, помогу, или там пойду молиться 3 часа. Ну, или в монастырь поеду, там буду ходить. Я вот люблю по монастырям ездить, а есть люди, которые, ну, вот это вообще не понимают. И это может отталкивать интерес к этому, да, если вдруг у вас есть такой интерес. Человека может, ну, не устраивать для жизни, допустим. Поэтому у него и в чувствах так вам 2 пентаклей. Вы, с одной стороны, нравитесь человеку, а с другой стороны, он думает, боже, что происходит с этой личностью, да, там какие-то ваши увлечения, может, которые, ну, человек вообще не понимает. Хорошо. Какие планы у вас на вас, у этого человека? Император. Проявлять дальше, если это мужчина, свои мужские качества. Типа от меня все зависит и все. То есть это было изначально так, это не изменится. Может такой человек ответственность проявлять, брать шефство, но даже жениться может такой человек по императору, да. Если мужчину особенно загадали, может жениться. Но если вдруг женщина, соперник, как я говорила, то человек может начать побеждать этого соперника, пытаться всеми силами. Вот эта конкуренция, она может сильно поддернуть этого человека, и у него, допустим, может быть, что он забьет на ваши плохие качества и определится в чувствах, если вы вызываете ревность такую, да? Соревнование вот это. А с другой стороны, если вы, допустим, мужчина, гадаете на женщину, у нее есть другой мужчина, она даст ему предпочтение, ее планы на вас – это уйти к императору. Все. То есть досомневалась, как говорится, ее в вас что-то не устраивает, и она
просто уходит к императору, где ей стабильнее. Вот и все. Хорошо. И в будущее ваших отношений вот как раз сейчас проверим. Десятка кубков. А, вот, кстати, смотрите. Здесь, если все-таки вот вы загадываете такие обычные отношения, да, где нет никакого соперничества, желание жениться или выйти замуж, да, и десятка кубков — это брак, семья, отношения хорошие. То есть здесь есть прямо перспективы серьезных отношений, быть в семье там, да, и быть вместе. Да, она есть, эта перспектива. Ничего не скажешь, но человек, я вам скажу, тогда этой перспективы как-то очень долго сомневается. В вас особенно. Его все равно, не все в вас устраивает. И вам это надо понимать. Вот. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. И до новых встреч.